ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, сегодня следующая новая глава из сборников хадисов пророка, алейхиссалату вассалям, посвящается седине на бородах, на бороде и на голове. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывал, побуждал, чтобы человек не выдергивал свою седину с бороды, с лица, с головы и оставлял ее. Вот к этому призывал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Приводится хадис от Амр ибн Шуайба عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفثوا الشيب فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: вы не выдергивайте седину с вашей бороды, не выдергивайте седину из головы, из бороды, разницы нет. Седые волосы, говорит, вы не выдергивайте, потому что тот, кто становится седым в религии исламе, будучи мусульманином, эта его седина станет для него нуром, красотой завтра в судный день. Седина мусульманина станет для него красотой, украшением в судный день. Станет для него нуром. Каждый седой волос станет сияющим нуром на его теле. Поэтому часто бывают люди, которые не успевают появляться несколько волос, из головы, из бороды начинают выдергивать эти волосы, чтобы выглядеть молодым, чтобы седина там не появлялась на его голове или же лице, то это делать Расулуллах, посчитал нежелательным, а наоборот, похвалил это и сказал, что это будет нуром для верующего. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة فقال له رجل عند ذلك فإن رجالا ينفتون الشيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فلينطف نوره رواه البزار والطبراني. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот человек, который поседеет в исламе, будучи мусульманином, будучи в исламе, тот, кто поседеет, то его седина станет для него нуром завтра в судный день. И тогда, говорит, один человек сказал: я Расул Аллах, есть люди, говорит, которые выдергивают седину с себя, убирают, удаляют эту седину. Затем пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: тот, кто хочет удалять свой нур, пусть удаляет. Если тот, кто желает свой нур завтра в судный день удалять, пусть удаляет. Это является карахатом. И еще один хадис приведем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приводится от Аби Хурайрата, радийаллаху анху, анна набия саллаллаху алейхи вассалям قال لا تنفثوا الشيب فإنه نور يوم القيامة من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة رواه ابن حبان في صحيحه.
Еще в этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, в большей степени упомянул воздаяние седины и сказал: тот человек, который, говорит, посидеет в исламе, то Всевышний Аллах, Азза ва Джалля, за каждый волосок Аллах записывает благое деяние. За каждый волос Аллах смывает грех. Все? Нет, не все. За каждый волос Аллах поднимает твой дараджа в раю. Маша Аллах. Грех, значит, благое деяние записывает, грех смывает, и дараджа Аллах возвеличивает этого человека в раю. Следующая тема – это предостережение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от того, чтобы человек, мужчина, особенно мужчины, и это касается также и женщин. Но некоторые сказали, если женщины замужние и, значит, хотят понравиться мужу, некоторые сказали, что для них можно. А если женщина не замужняя, то ей является, говорит, харамом. Что является харамом и для мужчин и женщин? Седину красить, перекрашивать волосы в черный цвет. Желая, значит, человек, который не имеет седину, он на много лет выглядит, значит, моложе, да? И есть люди, которые, значит, специально красят свои усы, чтобы быть моложе, красят свою бороду, черный цвет перекрашивают волосы, чтобы быть молодыми, то это делать является харамом. Единственное место, где разрешается это делать, когда мусульманин, мужчина выходит на казават, старики тоже, говорят, можно покрасить волосы сединой, седые волосы на черный цвет, чтобы, увидев враг всех людей черными волосами, чтобы враг испугался, что эти люди все молодые пришли на казават. Единственный случай. А так является, дорогие мои братья, харамом красить, перекрашивать волосы своей головы, перекрашивать волосы, значит, свои усы, или же, значит, волосы, значит, бороды, перекрашивать в черный цвет является харамом. Это запрещается. Приводится хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда приблизится судный день, появятся люди из моего уммата, которые будут красить, закрашивать свою седину в черный цвет, подобно, значит, горлышку, подобно горлышке воробья. Не воробья, а, значит, голубя. Если вы замечали, то место, где бывает, например, горлышко у воробья, извиняюсь, у голубя бывает, значит, окрашенный черный цвет. Там, где бывает у человека зоб, такое же место у голубя бывает черным. Появятся, говорит, люди, которые будут закрашивать свои волосы, значит, подобно, значит, черноте, которая, говорит, бывает у голубя на его шее. То они, говорит, даже запах рая, говорит, они не почувствуют. Райский запах они, говорит, не почувствуют. Поэтому, дорогие мои братья, мы из этих хадисов поняли, что седина – это нур мусульманина, что ее выдергивать седину является карахатом. Значит, прятать седину, значит, сегодня люди не красят, не перекрашивают волосы, в частности, часто, да, а что делают? Чтобы вообще седых волос не было видно, под лезвию броются старики. Почему? Не хотят, чтобы на лице седина появилась, чтобы старыми выглядели. Раньше пожилые люди, когда в мечеть приходили, первый ряд садились старики, у всех была борода, белая борода. Думали, о, какие пожилые люди. Им было по 50 лет, 60 лет. У всех была борода и белые волосы, они не скрывали седину. А сегодня старики стыдятся, хотят быть молодыми. Каждый день, если молодой человек, значит, лезвие не броется, старик-то не выйдет из дома, пока лезвие не поброет. Пока у него, значит, кожа лица не будет гладкой, чтобы на нем седина не появилась. Это дело тоже является, значит, противоречащей сунне пророка, алейхиссалату вассалам.
Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуh.